В эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты «Спартака» одержали победу над ЦСКА в четвертьфинальном матче Олимп Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3-2. В составе красно-белых результативные удары нанесли Зелимхан Бакаев, Эзекиэль Пансе и Джордан Ларсон. У армейцев голы забили Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов. Команды в пятый раз играли между собой в Кубке России. Теперь в активе «Спартака» 2 победы против 3 у ЦСКА. В полуфинальном матче турнира красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который в своей встрече выиграл у грозненского «Ахмата» со счетом 2-1. Матч пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге. Все спортивные мероприятия на территории Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей по причине распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает портал «Футбол Италия». Отмечается, что спортивные клубы обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса. Ранее из-за сложившейся ситуации с вирусом был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, 2 полуфинальных матча Кубка Италии, а также несколько встреч баскетбольной Евролиги. Согласно последним данным, число заразившихся на территории Италии достигло отметки в 2260 человек. Жертвами коронавируса стали 79 человек. 4 результативные передачи Евгения Малкина помогли Питтсбургу со счетом 7-3 победить Оттаву в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей хэт-трик оформил Брайан Раст. По одному взятию ворот провели Джон Марина, Конор Шири, Сидни Кросби и Джейсон Закер. У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Конор Браун. Теперь в активе Малкина 21 шайба и 46 ассистов в текущем сезоне. Его Питтсбург прервал серию 6 поражений. Команда занимает 3-е место в таблице столичного дивизиона, набрав 82 очка. Оттава идет на предпоследней 7-й позиции Атлантического дивизиона, имея на счету 58 пунктов. Московская «Динамо» на своем льду выиграла у столичного «Спартака» во втором матче первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. У динамовцев дубль оформил Вадим Шипачев. По одному разу отличились Андре Петерсон и Михаил Григорьев. У проигравших точные броски провели Ансель Галимов, Патрик Хёрсли и Робин Ганзел. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 4 встречи. Во всех случаях победу праздновали хоккеисты «Динамо». Первая игра раунда также завершилась их победой со счетом 5-1. Таким образом, счет до 4 побед стал 2-0 в пользу динамовцев. Следующий матч пройдет 6 марта на ЦСКА-арене. Баскетболисты российского клуба «Уникс» проиграли французскому «Монако» в гостевом матче 6-го тура топ-16 Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 60-85. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий французов Якуба Оутара, набравший 22 очка. У казанцев самым точным оказался атакующий защитник Эрик Макколум. На его счету 18 баллов. По итогам 6 матчей предварительной стадии турнира «Уникс» занял 2-е место в группе G, что позволяет пройти в стадию плей-офф. С 1-го места квартета в следующий раунд вышел «Монако». В четвертьфинале, который проводится до 2 побед, казанский клуб встретится с сербским «Партизаном». Первая игра пройдет 17 марта в Сербии. Сегодня в Якутске стартовал чемпионат республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Борьбу за звание победителей и право выступить в следующем сезоне в сильнейшем дивизионе ведет 21 команда. Отмечу, что серебряный призер чемпионата также получит путевку в первую лигу. Турнир начался с группового этапа, по итогам которого коллективы с наилучшими показателями продолжат состязаться в плей-офф со стадии четвертьфинала. Чемпионат продлится до 8 марта. Игры будут проходить ежедневно на площадке Дворца спорта «50 лет Победы». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.